Вот деревяшка. Вот он, получается, вот так лежит. Вот кость человеческая. Вот еще. Да. Получается, мертвого ложили и вот так накрывали этими досками, и потом сверху уже И сверху хоронили. засыпали. Да, да, вот раз, два, они все так симметрично идут. Они уже прогнили, поэтому их плохо видно. Сейчас мы находимся в селе Буюк-Яшлав. Современное ее название Репино. Раньше это была крымско-татарская деревня. Мы в центре села. Квартал назывался Орта-Кесек-Маале. Тут была мечеть, центральная мечеть. Вообще в селе было 3 мечети. Это была центральная. Также за моей спиной находится школа, 7-летка. Сейчас это тоже жилой дом, двухквартирный. И находимся мы непосредственно на территории старинного кладбища. Недавно, около месяца назад, начали проводить водопровод и начали выходить человеческие кости. Мы обнаружили огромное количество человеческих костей, фрагменты черепов, фрагменты ребер. Член нашей команды Рушти Таиров разговаривал с исследователем молодым Рифатом Изетом, его корни частично отсюда. И он рассказал про Орта-Кесек-Маале, что здесь было кладбище. Ну и также мы ориентировались по старым картам. Да, тут действительно было кладбище мусульманское и мечеть. Это очень больно, это очень неприятно, когда наш народ выслали, и за нашими кладбищами было некому следить. И из наших кладбищ, получается, из наших надгробий строили дома, сараи. Конкретно что здесь мы хотим добиться? Чтобы прокладку водопровода перенесли подальше от кладбища. То есть ведь возможности позволяют это сделать. То, что мы нашли, мы хотим, чтобы это все перезахоронилось на мусульманском кладбище.